Сборы на работу в этой семье задача непростая. 4 детей все-таки. И каждому нужно внимание папы. Ахмед Хаштыров на службе уже много лет, поэтому применяет и в семье армейские правила. Говорит, дисциплинируют на раз. Дома, как и в части, если будет несколько командиров, какая там дисциплина будет. Тут командир один – это я. В мое отсутствие, так же как и в части, в отсутствие командира есть начальник штаба, заместители начальника центра. Пока маленький Мухаммед еще не может быть командиром, приходится отдуваться старшим сестрам. Иногда посуду мою, иногда, когда она уходит, я помогаю с братиком. Спускаемся на 2 этажа ниже и видим старшего брата Ахмеда, Адама. Он тоже спасатель, и у него тоже 4 детей. Еще подростками, когда жили в Ингушетии, братья решили пойти в МЧС. И хотя у обоих могла быть хорошая спортивная карьера в дзюдо, отец рассудил: олимпийскими чемпионами становятся не все, а учеба гарантированно поможет в жизни. Разница в возрасте у них год, но и в школу, и в академию пошли вместе. Теперь надеются основать спасательную династию. Живут то рядом с работой, и дети погружены в тему полностью. Тут все видно, даже дети маршируют, спрашивают, интересуются. Я им рассказываю, чем мы занимаемся, что представляет наша работа. Профессия сложная и опасная. Помимо основных обязанностей, братья регулярно сопровождают колонны с гуманитарным грузом для Донбасса. Бывает пара выездов в месяц, а бывает и по несколько в неделю. На них вся ответственность за колонну, а в ней около 40 таких грузовиков. Конечно, часто не бывает дома. Выручают жены. Я всегда чувствую поддержку супруга, он всегда старается морально поддержать, даже если он в отъезде, всегда спрашивает. И у меня уже сын старается помогать максимально, потому что когда супруг в отъезде, до того, как он уедет, он всегда ставит такую задачу, что ты остаешься за главного. Конечно, дети тоскуют, когда папы в отъезде. Старший сын Адама даже придумал необычный способ скрасить время ожидания. Сначала я просто бегаю, чтобы ноги размять, а потом думаю, когда же он придет. Когда он не приходит один день, я грещу и думаю, когда же он придет. Когда проходит 3 дня, я уже радуюсь и быстро бегу к двери и открываю. Не прямо в то время, когда он приходит, а иногда, когда мне кажется, то, что он пришел. Работать сложно не только физически, но и морально. Ахмед попал в Мариуполь в составе одной из первых гумколонн. Тогда еще не было прямого пути и волонтеров. Там были пару женщин, которые просто распределяли людей, чтобы там толкучки не было. И все, мы сами, нам не впервой, засучив рукава, пошли и сами раздали гуманитарную помощь. Смотреть на горе людей – это, конечно, тяжелее всего. И с одной стороны, радость от того, что ты хоть чем-то можешь этим людям помочь. Несмотря на сложный график, многодетные отцы успевают и воспитывать детей, и играть, и задумываться о будущем своей смены. Не дают забыть о национальных корнях. Кроме русского, дети учат ингушский, арабский и снова задумываются о пополнении. Говорят, после 4-го, 5-го заводить уже не так страшно. Жена меня подбивает, она говорит, еще надо. Я говорю, да подожди, хоть чуть-чуть этих воспитаем. Юлия Карасюк, Юрий Санкин, Первый Ростовский.